Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Все как в третьем законе Ньютона. Путин предложил учредить общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. В этот раз обошлось. Мясная продукция с вирусом африканской чумы изъята из продажи. Взаимные гастроли. Труппа Большого театра будет выступать на якутской сцене в будущем году. По состоянию на 26 октября почти 50% жителей Якутии прошли всероссийскую перепись населения. Более 14% населения республики прошли перепись через портал Госуслуги. Такую возможность население получило впервые. Перепись на портале показала, что жители Якутии готовы к новым цифровым форматам. Параллельно около 1500 переписчиков с планшетными компьютерами обходят адреса и опрашивают жителей на более чем 200 стационарных переписных участках. Президент России Владимир Путин предложил учредить под эгидой Восточно-азиатского саммита общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. По мнению Путина, в условиях пандемии и связанных с ней жестких ограничений соблюдения карантина, самоизоляции, особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психологической поддержки населения. Президент также предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом. Ранее президент предложил стать сенатору и детским омбудсменом. Путин отметил большой опыт Львовой-Беловой, а также ее общественную работу. И 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой из КИС. В городах Дальневосточного федерального округа запускается программа по обновлению общественных пространств «Тысячи дворов», на которую выделено 7 миллиардов рублей. Обустройством займутся на севере России, в том числе в Якутии. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил губернаторам справедливо распределить выделенные средства на благоустройство, обсудив этот вопрос с местными жителями. Тем временем поселок Ильдикан Усть-Майского района не освоил субсидию в размере 4,5 миллионов рублей, направленной на благоустройство дворовых территорий. Руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе региона Ирина Алексеева сообщила, что в 2021 году в рамках регионального проекта в Ильдикане должно было быть благоустроено 8 дворов. На сегодняшний день средства муниципалитетом не освоены. В связи с этим муниципалитет обязан вернуть их в бюджет республики. Межведомственной комиссией принято решение об отзыве средств субсидий у муниципального образования поселок Ильдикан и перераспределение суммы в Верхневилюйский наслег. На пленарном онлайн-заседании рабочей группы по устойчивому развитию Арктики Айсан Николаев презентовал проект создания Всемирного центра Мамонта. Масштабный проект предполагает строительство в Якутске 5 ключевых инфраструктурных объектов: криохранилища мамонтовой фауны, научно-лабораторного и музейно-экспозиционного комплексов. Кроме того, планируется ввести в строй научно-исследовательский полигон «Парк ледникового периода», а также в районных и логистических центрах арктической зоны Якутии будут создана сеть станций мониторинга экспедиционных баз. Глава республики отметил, что в настоящий момент вопросы урегулирования сбора мамонтовой фауны, в том числе мониторинга, сертификации, остаются нерешенными на федеральном уровне. Всемирный центр мамонта в Якутии проведет работу по систематизации отрасли, а также возьмет на себя роль организатора аукционной площадки и паспортизации объектов. Сегодня Якутия является одним из мировых центров палеонтологических исследований. Научный потенциал Академии наук Республики, Северо-Восточного федерального университета, институтов Российской академии наук, которые объединены сегодня в научно-образовательном центре мирового уровня «Север», позволяет с уверенностью претендовать на глобальный уровень исследовательской деятельности в области изучения мамонтовой фауны. Научно-исследовательские школы тесно сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными исследователями в изучении уникальных палеонтологических объектов, которые имеются в Якутии. Свиная и мясная продукция, поступившая из Саратовской области, в которой обнаружен вирус африканской чумы, был изъят до поступления на продажу. Напомним, что ранее Департамент ветеринарной службы Якутии сообщил об обнаружении генетического материала ДНК вируса африканской чумы свиней в мясной продукции в Якутске. На данный момент партия свинины в количестве 2 тонн 900 килограмм изъята и в ближайшее время будет утилизирована. Также в ближайшее время Департамент ветеринарной службы официально проинформирует о принимаемых мерах по данному случаю.
Осень задержалась в Ленске, поэтому навигация все еще не завершена для Ленского речного порта. Но вот в отдельных предприятиях основной период приемки грузов по главному для юго-запада Якутии транспортному пути закончен. Какие трудности возникали в навигационный период и как справились и главные снабженцы Ленска, в материале Анны Кожевниковой. Крайнее, говоря языком речников, судно в этой навигации для управления материально-технического снабжения пришло в минувшие выходные. Техгруз, который получили снабженцы, обработан и складирован на центральной базе, где будет находиться до момента отправки предназначенному адресату. Самый главный период в году поставки материально-технических ценностей для компании пройден. Немного, конечно, лесные пожары подействовали на движение судов в плане задержки, потому что, конечно, видимость была в пиковый период не особо удобная для хода судов. Это самые сложные климатические условия – это май, начало навигации. Сейчас, когда и дождь со снегом, надо выполнять работу, принимать, осматривать качественно, заполнять документы, грузить на машины, отправлять. На каждом этапе доставки груза до компании «Алроса» зона ответственности у каждого своя. А коллектив на этом участке работает чисто женский. Как и многие труд на предприятии попадает в зону ответственности слабой половины человечества. Приемоздатчики, кладовщицы на базах хранения тоже женщины. Но без грубой мужской силы не обойтись, особенно при погрузке. Ведь основной объем материально-технических ценностей приходится на такой груз, как цемент, селитра, металлопродукция и даже техника. В этом году материал мазут флотский у нас поступает в танк-контейнерах. Прошлые периоды он у нас шел навалом, скажем, это были темные нефтепродукты, которые поступали на Саханнефтегазбыт и хранились, и перерабатывались, соответственно, там. Главная задача, конечно, для нас выполнить все производственные программы плановые, которые у нас декадные, квартальные, и до конца года. Это отгрузка, в первую очередь, оборудования по линии технического перевооружения, это карьерная техника. Сегодня базы управления материально-технического снабжения наполнены под завязку. И это радует. Общий тоннаж технического груза за 5 месяцев навигационного периода составил свыше 167 тысяч тонн, а светлых нефтепродуктов почти 142 тысячи. В этом году произошло увеличение объемов, а это значит, что будет работа для снабженцев, будут перспективы для ленчан и развития города в целом. Ведь Ленск остается главным транспортным узлом юго-запада Якутии. Зима в Ленске уже неоднократно пыталась вступить в свои права. Снег выпадал и таял, но теплая осень все еще балует ленчан. Если для крупных предприятий навигация в этом году уже завершилась, то для небольших компаний Ленский речной порт продолжает принимать груз. Последнее судно пристанет к причальной стенке буквально с первой шугой. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Реконструкция аэропорта Нерюнгри, которая началась в 2019 году, находится на завершающей стадии. С 1 ноября аэропорт Нерюнгри будет открыт в штатном режиме по сезонному расписанию. На территории объекта продолжаются работы по строительству вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. Первые рейсы запланированы авиакомпанией «Якутия» на 1 ноября 2021 года по маршрутам Нерюнгри-Новосибирск, Нерюнгри-Якутск и 2 ноября по маршруту Москва-Нерюнгри. Первый, самый крупный объект образования в скором времени появится на территории микрорайона Прометей в Якутске. Это будет самая большая школа на территории республики на 990 учеников. Подробности узнавал Дмитрий Тымыров. Последний раз с застройщиками данного объекта мы встречались еще в начале лета. Тогда здесь возводились всего 2 блока будущей школы. Строители приступили к возведению 2-го этажа. И вот спустя 3 месяца мы видим, что они полностью завершили тепловой контур и даже запустили тепло. На сегодняшний день, как мы планировали, мы, запустили школу, мы закрыли тепловой контур и ведутся внутренние все сантехнические работы, вентиляционные работы. Уже приступаем, грубо говоря, даже к отделочным работам. Так что все у нас идет по плану. Общая площадь школы составляет около 14 тысяч квадратных метров. Он будет иметь 3 этажа. На сегодня это один из самых масштабных объектов образования. Эта школа, она у нас, можно сказать, особенная в том плане, потому что это первая школа, которая строится с такой мощностью. Других таких объектов у нас пока на территории республики нет. Строительство осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» на основании разработанной проектно-сметной документации, разрешение, которое было еще выдано в 2020 году в феврале месяце.
Плановый ввод у нас объекта запланирован на 4-й квартал 2022 года. Строительство этого объекта и финансирование осуществляется в рамках национального проекта образования. К слову, по данной федеральной программе на территории региона, по словам представителей Министерства образования Якутии, возводятся сразу несколько учреждений, и большая часть из них будет введено в этом году. В этом году вводных объектов по нацпроектам именно школ 4 и 8 детских садов. А в целом у нас 12 вводных школ и 15 детских садов. То есть у нас достаточно хороший в этом году урожай по вводным объектам. Поэтому мы очень рады, что обновляется материально-техническая база наших учреждений, что, безусловно, будет положительно влиять на качество образования нашей республики. Но несмотря на это, вопрос потребностей в образовательных учреждениях все еще остается открытой. По словам начальника департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры города Якутска, сегодня на территории столицы функционирует 53 школы с мощностью 23 тысячи учебных мест. При этом здесь обучаются 50,5 тысячи учеников. Поэтому вопрос перехода на односменное обучение все еще остается актуальной. Так что он держится на контроле региональных властей. Итого на сегодняшний день у нас получается то, что потребность именно в ученических местах для перехода на односменный режим обучения 27 тысяч. И в рамках, чтобы добиться, все-таки перейти на односменный режим обучения в соответствии с посланием президента Российской Федерации, у нас ведется большая работа совместно с Минстроем, с Министерством образования по участию в федеральных программах по строительству новых школ. Так, по данным Министерства образования Якутии, до 2024 года в рамках сотрудничества с госкорпорацией ВФРФ региональные власти планируют построить и создать дополнительные учебные места. Это 26 объектов образования с общей мощностью 13 576 мест. Так что новый объект не только решит данный вопрос, но и благоприятно скажется на качество оказываемых образовательных услуг. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. 27 октября в Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Марины Силиной и генерального директора Большого театра режиссера Владимира Урина. Достигнуты договоренности об обменных гастролях Государственного академического Большого театра и Государственного театра оперы и балета Республики. Большой театр отправится на гастроли в Якутск в 2022 году. В свою очередь театр оперы и балета отправится на гастроли в Москву в начале декабря будущего года. Отметим, что гастроли театра оперы и балета Якутии уже не раз проходили на исторических сценах столицы России. Они впервые состоялись в 1957 году в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Якутии присужден особый статус территории книги и чтения в России. Такое звание Якутия получила в рамках конкурса «Самый читающий регион». Конкурс впервые состоялся в год литературы в России в 2015 году. Тогда победителем стала Ульяновская область. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.